Главные события четверга, 22 февраля, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня в студии. Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Продолжаются восстановительные работы в поселке Батагай. Днем ранее там была остановлена работа котельной из-за прорыва на теплотрассе. Юрий Трутнев с рабочим визитом прибыл в Якутию. В программе пребывания полпреда, совещания по реализации мастер-планов, знакомство с проектами резидентов ТОР и многое другое. Театр оперы и балета отремонтировали и оборудовали по нацпроекту «Культура». На всю работу из федерального бюджета направили свыше 48 миллионов рублей. Железные крылья взымают в небо. В столичном IT-кубе прошел конкурс по 3D-моделированию, посвященный Дню защитника Отечества. Стратегия, технология, тактика и скорость. В Казани стартовали первые в истории фиджитал-игры будущего. Участие в них принимает и команда из Якутии. В Батагайском районе на трубопроводе отопления котельной «Центральная» поселка Батагай произошел прорыв. В момент остановки котельной в работе находилось 3 котла. Под ограничения попали 17 многоквартирных домов и 6 социально значимых объектов поселка. В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются в 5 социально значимых объектах и 2 многоквартирных домах. Также планируется дополнительно направить аварийную бригаду с необходимой продукцией из Якутска. У нас по объектам соцкульбыта тоже ряд образовательных учреждений были подключены. Мы пустили тепло в детскую музыкальную школу, районный детский центр, центр детского юношеского творчества. Также у нас сейчас тепло поступило в детский сад номер 2 «Сказка». В школе у нас тепло имеется, но пока у нас устраняем по одной ветке в школе. Вот, там у нас завоздушилось, сейчас ведутся сантехнические работы. Так, тоже по объектам у нас имеется ДК, ДЮСШ спортзал, там тоже на сегодня проводятся работы. Ситуация под контролем. В Казани проходит инновационное спортивное событие – ежегодный фиджитал-турнир игры будущего. Участники будут соревноваться на стыке цифрового и физического пространства по футболу, хоккею, баскетболу, гонкам, единоборствам, скейтбордингу, виртуальной велогонке и BMX. Соревнования будут идти 10 дней по 21 дисциплине. В них примут участие около 2000 киберспортсменов со всего мира, в том числе киберспортивная команда из Якутии «Хату». Напомню, в прошлом году команда заняла первое место в своей дисциплине CSGO и лазертаг. В церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин, отметив, что фиджитал-спорт войдет в число наиболее популярных всенародных видов активного досуга российских граждан. Это действительно игры будущего. Сплетение традиций и современности, гармония физического совершенства и высокого интеллекта, единство спорта и технологий, просвещения и науки. Все это необходимо человеку для всестороннего развития и успеха в нашу эпоху стремительных изменений. В том многогранном, многополярном, свободном и конкурентном мире, который формируется на наших глазах. Закономерно, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России. В Якутск с рабочим визитом прибыл полномоченный представитель президента страны в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Программа пребывания очень обширная. За несколько дней полпреду предстоит посмотреть и оценить то, как в республике реализуются президентские программы. Это строительство доступного арендного жилья, реализация мастер-планов в Якутске и Нерюнгри, работа резидентов ТОР «Патриотическая» и многие другие. Подробности визита знает Александр Хавренко. Территория опережающего развития «Патриотическая» – это возможность для предприятий, работающих в военной сфере и в сфере двойного назначения, получить целый ряд льгот при реализации своих проектов. Якутия в этом проекте занимает одну из лидирующих позиций. Квадроциклы, которые сегодня строят в республике Саха-Якутия, они пользуются устойчивым спросом на линии боевого соприкосновения. И сейчас посмотрели FPV-дроны,
Мы постоянно работаем в контакте с воинскими частями. Вот на отзывы о применении якутских FPV-дронов в зоне специальной военной операции хорошие. Юрию Петровичу представили новые разработки якутских новаторов и, среди прочего, электромотоцикл «Тимир», который был создан специально для нужд военных и сейчас проходит испытания в одной из частей спецназа Министерства обороны. Конструкция рамы полностью собирается на нашем заводе. Контроллеры, некоторые комплектующие это российские, а часть с дружественных стран это в основном из Китая получается. И основное преимущество у него одной зарядкой он может преодолевать расстояние до 60 км в час и развивать скорость до 80 км в час. И у него грузоподъемность 250 килограмм. По поручению президента России Владимира Путина Кабинетом министров была принята программа по модернизации городов Дальнего Востока. В эту программу, рассчитанную до 2030 года, попало 16 городов, в том числе 2 города и в нашей республике – Якутск и Нерюнгри. Сегодня на совещании Юрию Трутневу был представлен мастер-план этих городов. Деньги на эти объекты выделены, мы послушали еще раз, и я попросил Айсена Сергеевича взять это все под свой контроль, потому что очень важны первые шаги. Нельзя допустить того, что комплексные планы утверждены, президент принял решение, а люди не видят, что что-то изменяется. Вот мы должны добиться того, чтобы уже в 2024 году люди видели, что мастер-планы реализуются, что позитивные изменения, они уже за окном. До 30 года предстоит огромная работа. О ее масштабах можно судить хотя бы по планам на 2024 год. Уже в этом году в Якутске будет завершена программа по модернизации и строительству общественных пространств, таких как площадь Ленина, набережная Романа Дмитриева, набережная озера Сайсары. Также по программе запланировано строительство 2 школ и модернизация системы городского уличного освещения. По Нерюнгри главный вопрос – это объекты здравоохранения. Мы здесь должны разогнать все-таки более быстрыми темпами капремонт. Конечно, мы никоим образом не собираемся останавливаться, начиная вот от нашего глобального проекта строительства моста, по которому тоже подготовительные работы уже сейчас идут, заканчивая уже вопросами строительства детских садов, школ, ремонта больниц. Все будет в зоне нашего внимания для того, чтобы жизнь в наших городах стала кратно лучше. Также Юрий Трутнев сегодня принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград военнослужащим и добровольцам, которые отличились в зоне специальной военной операции. 23 якутянина получили ордена и медали из рук полпреда, который поблагодарил якутских воинов не только за то, что они добровольно отправились защищать родину, но и за то, что делают это с отвагой и мужеством. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Георгий Григорьев, Якутск. Текущий 53-й театральный сезон артисты и зрители театра оперы и балета встретили в преображенном здании. Театр отремонтирован и оснащен по нацпроекту «Культура» на сумму свыше 48 миллионов рублей. О проделанной работе подробнее расскажет моя коллега Марферина Алексеева. Театр оперы и балета стал первым региональным театром, получившим субсидию на ремонт по федеральному проекту «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура». В ходе ремонтных работ устранены протечки на кровле и разрушения на фасаде. Частично заменена сантехника, полы, установлены новые окна и двери. Ремонт зданию был необходим. Отремонтированы гримерные, мастерские и рабочие кабинеты. Впервые в этой истории, я 90-го года в этом театре работаю, да, и впервые вот это, для меня это исторический момент. Радость оперного хора оправдана. Этот кабинет был полностью возобновлен. В последние годы это помещение являлось складом. И вот в этом году снова служит по назначению. Теперь соответствует новым стандартам и репетиционный зал балета. Уложен специальный пол, который уменьшает риски травматизма. Создан специально для танцев. Он намного плотнее, он амортизирует, он не скользкий. Но есть очень много плюсов, которые никак не сравнятся с обычным линолеумом. Также были закуплены акустические системы для установки в прострельные системы на сцене. Использование данного оборудования позволит возвращать звук на сцену. Обновлен и дополнен парк инструментальных микрофонов, используемых для подзвучивания оркестра. Мы можем покапризничать, побольше пофантазировать в плане цвета. Не только света, но и звука. То есть у нас тоже вот звуковое акустическое оснащение прошло, вот систему поставили. И то есть наша уважаемая опера, артисты, солисты, они могут не только вот зрителям и слушателям петь, свой голос отправлять им,
они могут и вот обратно получить свой голос. То есть это тоже очень нужная вещь. Огромный объем ремонтных работ был произведен именно в этом производственном корпусе, в котором находится целых 3 цеха. Это цех по производству декораций, столярный цех, а также цех по пошиву костюмов. В последний раз ремонтные работы здесь были произведены именно с момента открытия здания, а это 1982 год. Как отмечают работники цеха, сейчас стало намного теплее, комфортнее работать и, конечно же, красивее, стало светло, полностью обновлен пол, а также отопление и окна. Стены, полы. Вы можете пройти вот чуть дальше. Это у нас лестница, например. И как стало. Мы работали в этих условиях с 1982 года. Некоторые ребята, то есть бутафоры, столяры, на первом этаже работали зимой при плюс 5 градусах. То есть в зимней одежде, в зимней обуви. Этот национальный проект был инициирован главой государства Владимиром Владимировичем Путиным, и он дает возможность всей нашей отрасли совершенно выйти на новый уровень развития. Это касается и материального обеспечения тех условий, в которых мы работаем. Это касается внедрения новых технологий, обучения специалистов. Очень много различных конкурсных программ начало реализовываться. В целом это сказывается на общем благосостоянии. Вот сейчас значение отрасли культуры, оно с реализацией этого у нас проекта уже 5 лет растет. Моральный климат в обществе зависит и наша сплоченность. Кроме того, на сэкономленные финансы удалось провести ремонт в зрительских зонах. Отштукатурить и покрасить потолки, заменить двери, освещение и зеркала. В полной мере насладиться новым видом, звучанием и светом зрители смогут на премьере спектакля Чайковского, произведения Александра Пушкина, Евгений Онегин уже 2 и 3 марта. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. В Алдане презентован проект «Жены героев». Так, Алданский район присоединился ко всероссийской акции фотопроекту для жен и матерей участников специальной военной операции. Инициатором проекта на территории района стала супруга мобилизованного алданца Любовь Винокурова. В рамках проекта близкие российских военнослужащих фотографируются в мундирах супругов, отцов и сыновей. Идея патриотического проекта следующая. Пока мужья защищают Россию, женские плечи держат мундир с достоинством, обеспечивая поддержку и надежный тыл. Транспортная полиция отмечает свой юбилей. В современном мире сложно представить человека, не бывавшего в аэропорту или же на железнодорожном вокзале хотя бы раз в жизни. Тысячи людей ежедневно проходят через рамки металлодетекторов, сидят в залах ожидания и отправляются в путь на транспорте. А обеспечивают их безопасность сотрудники транспортной полиции. О их работе в Нерюнгринском районе сегодня расскажет Екатерина Павлова. Утро в линейном управлении полиции на вокзале города Нерюнгри. До начала патрулирования сотрудники вооружаются и получают разнарядку на предстоящий день. Главное оружие полицейского – слово. Но если не помогает разговор и обстановка накаляется, в ход идут спецсредства. На транспорте сотрудники делят обязанности. Кто-то остается дежурить в здании, а часть направляется на патрулирование поездов по согласованным маршрутам. Транспортная полиция, лейтенант Веников, Минский линейный отдел полиции. Документы можно ваши, пожалуйста. За последние десятилетия роль транспортной полиции расширилась еще больше, так как именно это подразделение противостоит терроризму, распространению взрывчатых и наркотических веществ, оружия. В основном массиве выявленных составов преступления у нас, конечно, преобладает преступления общеуголовной направленности. Это связанные с хищением чужого имущества, имущества личных граждан, имущества предприятий железнодорожного транспорта. Ну и основной такой массив преступлений у нас зарегистрирован. Это в сфере незаконного оборота наркотических средств. У нас очень много времени и сил уделяется этому направлению деятельности. Изымаются наркотические средства, поступающие на территорию Нерюнгринского района, Алданского района, так как наше дело служит и территории Алданского района. Вот, в этом направлении мы, конечно, не бескомпромиссно осуществляем борьбу с преступностью, выявляем каналы поставки наркотических средств. Вот, если не соврать, буквально за прошлый год у нас были возбуждено порядка 30 уголовных дел, в том числе половина из них связаны с тяжким составом преступления, связанные со сбытом наркотических средств. Ну, то есть и в этом направлении мы будем продолжать свою принципиальную позицию борьбы с наркопреступностью.
В отделе МВД на транспорте в Нерюнгринском районе служат более 40 человек. Для ведомства важен профессиональный праздник, который проходит по всем канонам празднеств в силовых структурах. Отличившиеся сотрудники и ветераны были приглашены на торжественное собрание с концертом. Вручены награды и благодарности. Офицер, любой сотрудник органов внутренних дел, милиции, полиции, как бы ни называлось, он офицер и сотрудник очень серьезной силовой структуры. И служить должен так, чтобы не стыдно было за себя и за других товарищей, и чтобы не за страх, а за совесть, что называется, и было право сказать «честь имею». Изо дня в день, без перерыва на праздники и выходные, работники транспортной полиции несут службу, позволяя гражданам чувствовать себя в безопасности, отправляясь в другой город, отпуск или служебную командировку. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Республиканский форум по развитию арктического образования собрал из 4 северных улусов более 300 педагогов. Крупное в своем роде мероприятие состоялось в поселке Батагай Верхоянского района. В рамках форума участники обсудили качество образования в арктических районах, вопросы изучения родного языка в полилингвальной среде. Также рассмотрели проблемы патриотического воспитания и дополнительное образование учащихся. Учителя отметили, что форум очень нужный и актуальный, а на его секциях собраны лучшие современные педагогические технологии и практики. Напомню, президент страны Владимир Путин поручил создать современную образовательную среду, обеспечивать качественное и доступное образование для всех детей страны. Наш арктический район труднодоступный. Особо молодые специалисты не хотят к нам приехать. Конечно же, труднодоступно, жизненные условия, отсутствие интернета – это тоже большую роль играет. Поэтому у нас проблема, как и везде, во всех районах, нехватка кадров. Это похвально то, что у нас открыли квоту, дали земского учителя. Это мы ищем учителя математики в Селенявской школе. Программа «Жилье», обеспечение жильем арктических педагогов и учителя русского языка мы ищем. «Железные крылья». Под таким названием в Центре цифрового образования детей IT-КУБ прошел городской конкурс по 3D-моделированию среди школьников, посвященный Году семьи и Дню защитника Отечества. Подробности знает мой коллега Аманотов. Участников конкурса разделили по 2 категориям – старшее звено и среднее. Данное соревнование проводится уже не первый год, но нововведением в этот раз является возможность участия отцов, дедушек и братьев. Дети на компьютере воссоздали чертеж отца, нарисовавшего несуществующий летательный аппарат в стиле стимпанк, фэнтези или скай-фай на чистом листе. Также они вместе должны были прописать историю данного аппарата. Сегодня у нас в IT-кубе проходит конкурс, посвященный Году семьи, а также 23 февраля, это Дню защитника Отечества. Сегодня у нас в конкурсе принимают участие дети и их родители. То есть это папы, дедушки, старшие братья. Этот конкурс у нас идет на сплочение. Цель конкурса – это популяризация IT-технологий, также 3D-моделирование, популяризация, и вообще инженерных навыков, поскольку задача у детей сделать несуществующий летающий аппарат. Одними из победителей старшего звена стали Диана Кривошапкина и ее двоюродный брат Эрнест Осипов. Команда победила в номинации «Самая футуристичная 3D-модель», заняв 3-е место в конкурсе. У нас появился кружок в моей школе 3D-моделирования. Там мы моделировали в совсем другой программе. Легкая программа для начинающих. И это меня вдохновило, можно так сказать. Конкурс прошел в семейной, уютной обстановке. Организаторы отмечают, что идея пришлась по душе, и участники охотно приглашали членов своей семьи. Также дети выразили желание, что данная идея станет традицией. Аманотов, Георгий Григорьев, Якутск. В торжественной обстановке в Центре «Мои документы» традиционно вручили паспорта юношам в преддверии Дня защитника Отечества. Вручение паспорта – это большое и волнующее событие в жизни молодых людей. Всего паспорт получили 12 будущих защитников. Вместе с ним молодые люди получили в подарок основной закон государства – Конституцию Российской Федерации. Отмечу, Центр проводит торжественные церемонии вручения паспортов ежемесячно. По случаю государственных праздников желающие могут записаться на мероприятие, подав заявление через офис Центра «Мои документы». Учусь в Якаши, как приводится, Якутская кадетская школа-интернат. Мне сегодня исполняется 14 лет, я получаю первый паспорт. Очень волнительно, я рад.
Сразу чувствуется много этого, да, волнения, волнуюсь. Скорость и силовые возможности отцов и детей оценили на ежегодном зимнем фестивале «Отцовский патруль. Мы готовы». На суд жюри предстали порядка 50 человек. Участников разделили на две группы – отец и дочь, а также отец и сын по 2 ступеням, учитывая их возраст. Подробности знает Даяна Федорова. Ловкость, силу и выносливость продемонстрировали участники на ежегодном фестивале. Строгое, но справедливое жюри оценили 22 команды семейного состязания. Некоторые участвовали в первый раз, были среди команд и уже опытные участники. Участвуем уже не первый год. В том году Покровские заняли 1 место по ГТО. А так у нас вся семья спортивная. Жена моя тренер наш, дочка спортсменка, старший сын боксер. КМСник. Ну, так, за здоровый образ жизни вся семья. И отцы, и дети с особым удовольствием и энтузиазмом прошли испытания. Бег, отжимания, прыжок в длину и поднимание туловища из положения лежа на спине. Ну, если честно, результат, конечно, средненький, да. Все-таки физическую подготовку мы повседневных не так сильно, как под нее заточены, что ли. Хотелось бы побольше времени уделять развитию физическому вместе с семьей. Будем стремиться к этому, стараться. Вне зависимости от опыта, все участники получили огромный заряд позитива и бодрости. Некоторые участники уже планируют принять участие в зимнем фестивале в следующем году. Да, планируем. В прошлом году тоже участвовали. Вот Вика у нас заработала как бы 1-ю звезду золотую по ГТО. Должны получить. Все ждем. Она долго уже едет, где-то почти год. С прошлого года, да? В этом году соревнования приурочены ко Дню защитника Отечества, а также Году семьи в России и Году детства в Якутии. Ежегодно количество участников фестиваля становится все больше. Мы видим и замечаем, что у участников настрой очень боевой, спортивный, и они настроены очень серьезно. И с каждым годом география расширяется. Это очень радует и мотивирует на дальнейшие наши планы. Победители и призеры получили не только призы, но и бесценный опыт, а также воспоминания, которые останутся в памяти у ребят и их родителей надолго. Даяна Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. Неделю назад наш телеканал объявил начало приема заявок на участие в семейном турслете. Что это и кто сможет в нем участвовать, в нашем следующем видеосюжете. Культура семейного туризма в нашей республике обусловлена ее расположением, особенностями. У нас чтут правила пребывания на природе, сложилась особая культура охоты и рыболовства. Многие семьи выбирают активный отдых на природе. В год семьи в Российской Федерации телеканал «Якутия-24» выступил с инициативой проведения семейного турслета для пап, мам и детей 14-15 лет. Основное требование к участникам – это возраст детей и готовность выполнить несложный комплекс ГТО в муниципальных центрах тестирования, которые работают в каждом районе. Заявки идут из Покровска, Алекминска, Якутска. Идет работа с командами из городов республики. Специалистами ресурсного центра «Юные якутяне» при поддержке Федерации спортивного туризма, альпинизма и скалолазания будут подготовлены отдельные задания для сезона «Зима» в конце марта и отдельно летние задания. Командам предстоит показать под телекамерами все свои умения и навыки туриста, чтобы попасть в финал телеконкурса, который пройдет на туристической базе «Ленские столбы» прямо напротив природного памятника. Телеканал готовит специальный приз для победителей семейного турслета. Поучаствовали вы, ваша семья в таком соревновании семейном, посмотреть другие семьи? Я думаю, да. Особое внимание во время прохождения заданий будет уделено психологической подготовке. Согласитесь, спуск на веревке – серьезное испытание даже для взрослого. Помимо чисто туристских навыков, семьи продемонстрируют умение обращаться с транспортом, спортивным оружием, навыками спасателя.
Семья Васильевых не упускает случая заняться высотной подготовкой во время отпуска. Сын Эрхан занимается в секции альпинизма. Увлечение сына поддержал и отец. К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Потому что, как-то, конечно, хотелось бы почаще, но не так часто. То, что выехали в том году на Иланка-фест, прям это огонь. Впечатление? Очень, да, очень. Напоминаем, что прием заявок идет по телефону 914 306 20 77 до марта. Если вы чувствуете в себе силы и уверенность, добро пожаловать. Станьте частью незабываемого приключения от телеканала «Якутия-24». Турслет. Всей семьей. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.